Tek Türkmen Uygur Tatar Azer bir boydur. Kara Kalpak Kırgız Kazak bunlar bir soydur. Владимир, с праздником, великим нашим праздником. Внимание! Говорит и показывает Москва. Слушайте и смотрите Красную площадь. Парад Победы! Шагом марш! Красной площади воспитанники Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта Валерия Халилова. В 1940 году юным музыкантам впервые было доверено право открыть военный парад на Красной площади. И
Историческую часть парада открывают знаменные группы со штандартами 10 фронтов заключительного этапа Великой Отечественной войны. На Красной площади 45 боевых знамен прославленных соединений и воинских частей, боевые реликвии в надежных руках продолжателей славных побед фронтовиков Великой Отечественной войны. Мимо трибун проходит парадный расчет 5-й отдельной бригады специального назначения Вооруженных сил Республики Беларусь. Командует парадным расчетом полковник Николай Смехович. Мимо трибун торжественным маршем проходит парадный расчет почетного караула Народно-освободительной армии Китайской Народной Республики. Возглавляет парадный строй старший полковник Чжу Вэймин. Завершают пешую часть парада курсанты Московского высшего общевойскового командного училища. По Красной площади начинает движение механизированная колонна. В ее составе 183 единицы боевой техники времен Великой Отечественной войны из современных образцов, стоящих на вооружении российской армии. Открывают историческую часть парада легендарные танки Т-34 и самоходные артиллерийские установки Су-100 под знаменем Первой гвардейской краснознаменной танковой армии. По Красной площади проходит колонна основных боевых танков Т-72Б3М Первого гвардейского Чертковского 6-орденоносного танкового полка. Возглавляет парадный расчет майор Павел Яковлев. Замыкают парадный строй боевой техники колесные бронетранспортеры на платформе «Бумеранг» с флагами видов вооруженных сил Российской Федерации. Кубинский бриллиант в составе уникальных пилотажных групп «Русские витязи» и «Стрижи» на истребителях Су-30 и МиГ-29. Парад Победы завершен. Да здравствует 80-я годовщина Великой Победы! Слава ветеранам Великой Отечественной войны! В Казахстане, Жамбулской области, университета Сейфуллина была открыта музей Баужана Мамшолу, посвященного 80-летию Великой Победы. Ректор вуза Канат Тиров, государственный и общественный деятель, генерал-лейтенант, доктор исторических наук, профессор Таспулатов и ветеран боевых действий на территории Нагорного Карабаха Султанбеков торжественно перерезали музейную ленту. Музей открыт по инициативе ректора университета Каната Тирова при поддержке ветеранов, принимавших участие в боевых действиях на территории Нагорного Карабаха. Здесь собрана информация о Великой Отечественной войне
и памятные вещи ветеранов, а также предметы воинов-казахстанцев, участвовавших в локальной войне в Афганистане, боевых действий на территории Карабаха и ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Главная задача музея «Лектория» – это не только презентация исторических данных, но и пропаганда молодым людям ценностей мира, солидарности, дружбы и безопасности. От имени Сейфуллина университета благодарственным письмом был отмечен депутат Маслихата Жамбылской области Улан Сейсенулы, который оказал содействие в передаче новому музею книги за подписью Бауыржана Мамушулы и копии фотографий из его семейного архива. После торжественной линейки ветерана боевых действий на территории Карабаха и вооруженных сил Республики Казахстан посетили выставку военной техники, подготовленной военной кафедрой, приняли участие в праздничном концерте и отведали военную кухню. Никто не забыть, ничто не забыто. Открытие музея известного казахстанского полководца и военного стратега Бауыржана Мамушулы в канун 80-летия Великой Победы стало символом глубокого уважения и признания мужества и бесстрашия воинов, сражившихся на фронтах во имя жизни и нынешнего мирного неба. Представьте себя. Добрый день. Я являюсь заместителем председателя объединения участвовавших в межэтническом конфликте в Карабахе. Меня зовут Султанбеков Муратхан Умбеталиевич. Сегодня такой великолепный день в честь 80-летия победы над фашизмом. Мы открыли в Агротехническом университете музей имени нашего знаменитого героя, деда нашего Бауыржана Мамушулы, который участвовал в обороне Москвы. Если все наше население, все наше население и весь, я думаю, все, начиная Кубы, все знают нашего героя, вот поэтому он был участником Волоколамского шоссе, 28 панфиловцев, где участвовали. И, естественно, очень много героев, которые у нас висят на этом стенде. Поэтому я хочу благодарить, что мы помним наших героев. Они оставили после себя столько хорошего. И мы следуем следам наших дедов. И вот мы благодаря азербайджанскому народу, который тоже воевала в этой Великой Отечественной войне, очень принимала много, внесла свое новшество, помогала нефтью, разрабатывали нефть, обеспечивали, тыл обеспечивали, поэтому до сих пор ветераны Карабаха, Казахстана, мы работаем вместе, сообща друг другу, и мы благодарны, что у нас есть такие братья. Дай Бог, чтобы в будущем нас объединял Туран. Рахмет за внимание. Я являюсь председателем Екатеринбургского филиала ветеранов боевых действий Нагорного Карабаха. Сегодня вот прошло мероприятие в память героя Бауыржана Мамушулы нашего. Да. Я поддерживаю принципы наших дедов, которые действительно благодаря им, мы живем, существуем. Теперь, беря пример с этих наших ветеранов, которые висят у нас на стенах, мы тоже на местах тоже ведем военно-патриотического характера с молодежью работы, проводим встречи, рассказываем про карабахское событие, с какого времени оно началось, начиная с 1988 года, с января месяца, как Президиум Верховного Совета принимает решение, постановление о десятилетней невозмездной отдаче земли в аренду. С этого момента у них
земельные споры пошли, мы знаем. В июне месяце, значит, 1987 года уже было партизанское движение, потом боевые движения пошли уже. Вот. Я участник с декабря месяца как раз, я участвовал там, вот, принимал участие вот, по урегулированию межэтнического конфликта между двумя странами, азербайджанской и армянской странами. Мы за нейтралитет стояли, конечно, мы за идею, чтобы действительно право существовало. Наконец-то вот мы победили, как бы, да, вот, участник Нагорного Карабаха, мы рады, что действительно с азербайджанским народом мы вот как бы в дружбе, как бы, солидарности, даже, может, дружба у нас есть, как бы, да, вот, благодаря нашей писательнице, вот, везде оглашает, пишет, вот, Насиха Гумаровна, вот. Этим мы самим гордимся, благодарим наш соседский народ, азербайджанский, конечно, вот. Рады, чтобы у них все было все прекрасно было, всего хорошего у них было, вот, действительно, вот. Нам делить нечего. Мы, тюркские страны, как бы друг друга поддерживаем. Вот, поэтому спасибо и привет нашему соседскому азербайджанскому народу. Вот. Мы за единую идею. Вот. Как бы у нас всегда было все правильно, чтобы нашему народу жилось хорошо, в дружбе, вот, и чтобы действительно войны не было. Спасибо за внимание. Мы за дружбу, за солидарность двух стран. Департамент коммуникации администрации президента Турецкой Республики в Баку проводил панельную программу для обсуждения общих идей, общего будущего и осознания общих действий во всем тюркском мире, включая страны, члены организации тюркских государств. В панельной встрече, состоявшейся в культурном центре имени Гейдара Алиева в Баку по случаю 3 мая Дня тюрков, приняли участие официальные представители стран, членов и наблюдателей Организации тюркских государств Азербайджана, Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана, Турции, Венгрии, Туркменистана и Турецкой Республики Северного Кипра. Сначала светлую память шахидов почтили минутой молчания, затем прозвучали государственные гимны Азербайджана и Турции. Затем был показан видеоролик, отражающий общие ценности тюркского мира. С речью выступил советник по СМИ посольства Турции в Азербайджане Альтакин Джихангир Ишбилир. Он отметил, что состоялись 2 круглых стола с участием общественных деятелей и представителей СМИ Турции и Азербайджана. Организация тюркских государств – это не только региональная организация, но и центр стратегической позиции и общего будущего. Затем выступил чрезвычайный и полномочный посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн. Посол Турции в Азербайджане Бирол Акгюн сделал такое заявление на панельной дискуссии под названием «Единство в языке, мысли и действия. Будущее тюркского мира» организовано Департаментом коммуникаций администрации президента Турции по случаю Дня тюрков. Он сказал, что лозунг единства языка, мысли и действия турецкого интеллектуала Исмаила Каспралы является идеей, которая сегодня руководит турками. Организация тюркских государств охватывает сотрудничество в ряде областей от энергетической безопасности до цифровизации и глобальной трансформации. Организация тюркских государств является платформой для расширения каналов диалога. Бирол Акгюн отметил, что углубление сотрудничества в области культурной дипломатии важно с точки зрения демонстрации турецкой культуры не только в тюркском мире, но и в мировом масштабе. Создание собственной организации тюркского мира служит как безопасности, так и общим целям стран-членов. Исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева отметила, что тюркский мир объединяет не только общая история, но и общие моральные ценности. Фахриддин Алтун, глава отдела коммуникаций администрации президента Турции, присоединившийся к встрече по видеосвязи, выразил надежду, что панельная дискуссия, которая была проведена для обмена мнениями об общем будущем тюркского мира, будет чрезвычайно содержательной и принесет пользу. Представители стран,
членов и наблюдателей Тюркского форума, участвовавшие в панельной встрече, обсудили пути дальнейшего укрепления сотрудничества между странами Тюркского мира и выдвинули предложения по углублению отношений. Мен сіздерді ушул Баку шаарынан көрүп учураштырганыма абдан сүйүнүп кубанып турамын. Ушул Баку шаарында Азербайжан мамлекетине бүгүнкү күндө түрк дүйнөсүнүн келечеги аттуу жакшы бир конференция өтүп атат. Ошол жерге чакыруу жол менен биз келдик элек. Азыркы ушул конференцияда биздин көптөгөн ушу түрк дүйнөсүнөн, түрк мамлекеттеринен келген көптөгөн докладдар болду. Siz de доклад кылдыңызбы? Мен да ошол өзүмдүн Абдан жакшы доклад болду. Жүрөктөн чыккан докладымды жасадым. Бул жерде ошол келечектеги түрк дүйнөсүнүн жетишкендиктери кандай болот дегенди мен мындай кыскача түшүндүрүп кеттим. Колдон келишинче аны сиздер да уктуңуздар. Мен болгонун айттым. Бүгүнкү күндө келечекти айттым. Анан кийин тарыхтагы биздин ата бабаларыбыздын бизге жасап кеткен мурас катары калтырып кеткен түрк дүйнөсүн айттым. Ошондуктан түрк дүйнөсүнүн келечегин биз кийинки муундарга, неберелерибизге дагы бактылуу түрк дүйнөсүн ташташ үчүн бүгүнкү күндө бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бай мамлекеттер жана ынтымактуу мамлекеттер, түрк тилдүү мамлекеттердин бирге болушун мен каалаймын да. Бул үчүн абдан чоң иштер бар, бирок аны бүгүн баштабасак, эртең кеч болуп калат. Ошондуктан мындай жыйындар көбүрөөк болуш керек, бирок жыйынтыгы болуш керек. Буга ошол ар бир түрк тилдүү мамлекеттердин парламенти, президенттери чогуу дагы көп иштерди жасаш керек деген ойдомун. Биздин Кыргызстандын президенти да чоң рахмат болуп кетсин. Azerbaycan'a bir 3 yol geldi, biz gördük. Bu özü Türk dünyasının birliği degen bir vizit oldu. Bu abdan çoğun vizit oldu. Bu bizde kuvandırат, bırak en negizgisi men öyleyim, uşul 300 milyonga жақын Türk dünyasında yaşagan bizden insanlarımız var. Bu Türk dünyası bugünkü en жаш ellerдің arasına giret. Gelecekte çok bir Türk tildi mamleket dünyadagi özünün sözünü ayta turgan mamleketler bolup degen işinler. Çok rahmat Dastanbek. Merhaba ey mehteran. Merhaba mehterbaşı. Meclise seda, yürekler kabarık gözlerde damla. Hastuş. Millet de beni biliyor. Haydi. Ya Allah. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor akla. Sen böyle yürürken Tuğla sancakla Türk'ün savaşları geliyor.
savaşları geliyor atla. Sen böyle yürürken tuğlasan yaşta, Türk'ün savaşları geliyor atla. Aman başım selamet, köketmeden çıktım da Halil'im. Aman başım selamet, viteste yanısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet, viteste yanısına varmadan Halil'im. Aman koptu kıyamet. Arkada bir kurşun yarası,
Коротко о провинции Аданы Турецкой Республики. Адана – крупнейший город Турции, административный центр одноименной области. Расположен на реке Сейхан в 40 километрах к востоку от Тарсуса и 30 километрах от Мерсина. Численность местного населения более 1,5 миллиона человек. Поскольку он находится в 50 километрах от моря, то является экскурсионным, а не пляжным местом. Сюда приезжают посмотреть старый город, который был основан еще до нашей эры, и остатки которого могут порадовать каждого любителя истории и древней культуры. Сейчас Адана – это крупный промышленный центр со всей инфраструктурой, отелями, высотками с офисами компаний, ресторанами, барами, торговыми центрами, кинотеатрами. Здесь выпускают текстиль, а также различную пищевую и химическую продукцию. Есть даже метро. В настоящее время Адана разделена шоссе Е5 на современную часть города с высотками, аллеями, торговыми центрами, широкими проспектами и старый город, где находятся все достопримечательности, мечети, традиционные рынки и большинство отелей. В окрестностях выращиваются цитрусовые, оливки, виноград, ячмень и другие сельскохозяйственные культуры. В нескольких десятках километров от центра Аданы находится аэропорт Шакир-Паша. До него можно долететь с пересадкой в Стамбуле, Анталии, Измире и Анкаре. Из аэропорта легко добраться в центр Аданы на маршрутке, рейсовом автобусе или такси. Любители вкусно покушать останутся в восторге от знаменитого блюда Адана-кебаб, приготовленного на углях из фарша барашка с красным острым молотым перцем. В Турции существует масса разновидностей кебабов, но в традиционной турецкой кухне Адана-кебаб считается наиболее популярным.